Андрей Рублев – имя, ставшее символом Святой Руси, символом непостижимого древнерусского искусства, символом великого русского человека, каким он может и должен быть. Образы Рублева навевают нам воспоминания об утерянной райской жизни, об утерянном покое, счастье и гармонии во Вселенной. Непостижимая для современного человека чистота, мудрость и одухотворенность сквозят во всех его немногочисленных работах, дошедших до наших дней. Его ангелы, Иисус, Богородицы лечат наши души, заставляют хотя бы на миг забыть о суете и окунуться в мир вечного покоя, благости и любви. В творчестве Рублева отчетливее всего выразились мечты русского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте. Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нравственные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. Неизвестно в точности, когда родился Андрей Рублев, к какому сословию принадлежал, кто был его учителем в живописи. Большинство исследователей считают условно 1360 год датой рождения художника. Самые ранние сведения о художнике восходят к московской Троицкой летописи. Среди событий упоминается, что еще в молодости постригся в монахи. Предположительно, учился у Прохора с Городца. Совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля в 1405 году. Вместе с Данилом Черным расписывал Успенский собор во Владимире в 1408 год. Сохранилось 7 икон праздничного ряда. Троицкий собор в 1420-е годы. Далее был послушником Никона Радонежского. По его заказу создал Троицу в 1425 году, самое известное произведение мастера, ставшее одним из величайших творений мирового искусства. Инок Троицы-Сергиева и Спасо-Андроникова монастырей, самый почитаемый мастер Древней Руси, возможно, был строителем Спасского собора в Андрониковом монастыре. Для его произведений характерны созерцательность, высокая духотворенность, глубина и поэтичность образов, особая интонация светлой печали. Иконописец, мастер монументальных росписей и книжных миниатюр, причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Троица – прославленная икона Андрея Рублева, самая знаменитая и узнаваемая из древнерусских икон, выполнена по заказу игумена Никона, преемника преподобного Сергия Радонежского, для восстановленного после пожара Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Икона представляет собой доску вертикального формата. На ней изображены 3 ангела, сидящие за столом, на котором стоит чаша. На фоне представлены дом, палаты Авраама, дерево, дуб Маврийский и гора, Мориа. Ангелы расположены так, что линии их фигур образуют как бы замкнутый круг. Композиционным центром иконы является чаша. Руки среднего и левого ангелов благословляют чашу. В иконе нет активного действия и движения. Фигуры полны неподвижного созерцания, а их взгляды устремлены в вечность. По фону, на полях, нимбах и вокруг чаши заделаны следы от гвоздей оклада. По преданию, изложенному в Ветхом Завете, старцу Аврааму явились 3 юношей, и он со своей женой Сарой угощал их под сенью мамрийского дуба, догадываясь, что в них воплотилась Божественная Троица. Обычно иконописцы передавали эту сцену с большой обстоятельностью, однако Рублев решил отступить от сложившихся канонов и исполнил икону лаконично, дабы лишние мирские подробности не отвлекали зрителя от божественных образов, необычайно глубоких и гармоничных. Среди участников трапезы мы видим только 3 ангелов, а на столе вместо предполагаемых явств – чашу с головой тельца, символ жертвы Христа.
Подобно любому большому произведению, Троица имеет множество философских подтекстов, несет в себе сложное богословское содержание. Принято считать, что центральный ангел олицетворяет собой Христа, левый Бога Отца. В правом же воплотился Святой Дух. Христос, преисполненный печальной задумчивости и смирения, жестом руки благословляет чашу, тем самым выражая свою готовность принять на себя тяжесть искупления грехов человеческих. Произведение наполнено символическими деталями. Здание на заднем плане символизирует земную церковь, скала – крепость и стойкость, дерево – жизнь. Внешне кажущаяся крайне простой картина построена с изощренным композиционным мастерством. Фигуры размещены таким образом, что их контуры образуют собой круг. Благодаря некоторой асимметрии икона как будто приобретает гибкость, но в то же время не теряет общего равновесия. Нежный колорит Троицы усиливает трепетность и одухотворенность ее образов. Эмоционально открытая каждому, эта икона выражает состояние совершенной душевной гармонии. На портале Виртуального государственного русского музея во вкладке «Онлайн-ресурсы», далее «Виртуальные туры» размещен тур по основной экспозиции музея. Оказавшись на главной странице, следует выбрать Михайловский дворец и далее во вкладке «План» выбираем зал номер 3, который принадлежит творчеству Андрея Рублева. Также во вкладке «Информация о зале» можно познакомиться с древнерусским искусством других мастеров, переходя по ссылкам. В заключение хотелось бы вас порадовать. Теперь все видео информационно-образовательного отдела музея-заповедника сосредоточены в одном плейлисте на данном канале. Очень удобно и доступно. Спасибо за внимание.